Всем привет! Сегодня у нас в работе вот такой Prius. И как бы хозяин пригнал, говорит, что очень кушает масло. Больше двух литров уже. Сколько вот так? Ну ты масло какое заливал, говоришь, раньше? 5.30. 5.30 данный. Молли Грин было, да? Последние разы. Ага. А до этого не знаешь, что. Ты купил его когда? 2 года назад. 2 года назад? Ну Угу. это Shell Helix. Ну вот на Шелле, скорее всего, он и залачился до этого. А на Молли Грине просто уже добило. Ну, потому что, как бы, по сути, от Молли Грина никогда не было такого, чтобы что-то с машиной, ну, кто ездит постоянно на Молли Грине. А тут получается, когда масла меняешь, вот так вот, с одного перехода на другой, это тоже не очень хорошо. Тоже двигатель, он привыкает, по сути, к одному маслу. Вот. Ну и отложение от старых масел все время разное, отлаживается, и поэтому двигателя коксуются. Ну и также эта машина, то есть система EGR, из-за этого все это происходит. Двигатель такой. В общем, делали мы ему эндоскопию. Очень сильно грязные цилиндры у него, большой нагар. Ну, мы еще сделаем эндоскопию перед раскоксовкой для видео, чтобы показать, какой грязный это мотор. Ну и вот у нас в работе эта машина будет 2 дня. Здесь мы будем делать, короче, раскоксовку. И потом будем еще наконец менять маслосъемные колпачки. Ну и в конце мы еще сделаем комплекс антиизнос двигателя. Ну и все, в принципе, на этом машину, я думаю, поедет. Вот до этого мы сделали тоже GS-ку Армена. Тоже там, ну, у него была больше профилактическая работа, а здесь запущенный случай. И, в принципе, как бы... Угу. Я думаю, что мы эту машинку вытащим, потому что ханинговка у нее очень хорошая. Должна она нормально потом поехать. Едет не очень, да? Динамики нет. Динамики, да, уменьшилась. Угу. Когда в первый раз попал, нормально. То есть нажимаешь, оно тупит, да, короче. Ну все, добро, будем делать сейчас. Так, смотрим, сливаем масло с этого Приуса. Стакан очень чистый, это индикатор того, что в принципе у него двигатель сам изнутри, масляная система не сильно грязная. Мы сейчас просто для профилактики его отмоем. Это говорит о том, что у него грязная только камера сгорания. Вот. Камера сгорания у него, да, у него очень сильно залаченная, там очень много кокса. Мы покажем это. Скорее всего, произошло так, у него маслосъемные колпачки бегут. Из-за этого у него в камеру сгорания попадало масло, из-за этого оно закоксовалось. Причина вот этому всему вот это, потому что видно, что было бы, если бы он ездил на плохом масле, и у него бы весь двигатель был бы загаженный изнутри, у него был бы стакан черный по-любому. Вот. Ну а так, движок тоже сейчас посмотрим эндоскопом, в каком состоянии изнутри. Снимем эндоскопию входящую, посмотрим, что там творится. Чуть-чуть на меня сделай. О, вот так вот и все. Это вообще большой слой кокса. Очень огромный. Орбита Земли. Вон все клапана тоже все полностью закоксованные прям. Очень большой кокс. И видно, что масло бежит через них. Маслосъемы текут. Это вот первый цилиндр у нас. Да? Это второй. Ну, короче, он весь такой по факту. Весь мотор. Ханинговка у него нормальная у мотора. Ну, степень загаженности прям вообще сильная. Если мотор снизу нормальный, то сверху он прям очень сильно закоксованный. Прям вообще просвета нету никакого. Жестко прям. Ты можешь этот фонарик выключить? Тушить его. Так вот это, ага. У тебя от ламп немного сюда. Да. Отсюда снимай. Вот так, ага. Ну, выруби его, выруби вообще. Притуши. Вот так хорошо.
Да, сильно. Ханинговку покажи. Какая ханинговка? Ну, ханинговка нормальная еще. Как-то можешь его чуть выше покрутить, ага. Что это за... Угу. Масло везде, смотри, прям течет ручьем. Масло Xiaomi бегут вообще жестко прям. Ну все, давай. Че, следующий цилиндр не сможем, да? Ну они все такие, в принципе. Нету смысла смотреть. Вот такая уже грязная вышла. Только просто загнали в цилиндр и обратно выгнали, уже грязная. Сейчас мы ее на час поставим, сейчас нагреем химию. На час ее поставим на отмокание. Что, предварительную чистку цилиндров мы уже сделали. Вот такая вот грязище просто. Сейчас будем оттуда с цилиндров все это дело вымывать. Что у нас, где этот? Так, сейчас, короче, промоем цилиндр бензином, подключим уже другое оборудование. Сквида подключим, чтобы у нас с противодавлением начал работать. И будем пробивать кольца. Такая вот у нас комплекс будет работ. Потом в конце мы еще раз его будем чистку цилиндров делать вот этим аппаратом. Но сейчас нам надо противодавлением поработать немного. С подогревателем часов на 6 поставим. Пускай все дело оттетывает. Угу. Сейчас посмотрим, как у нас предварительно почистились цилиндры с помощью эндоскопа. Так. Вот это, да? Все, давай. Так. Вся вышла, походу. Погнали, да? Ну вот уже бензин такой темный пошел. Сразу грязь пошла с цилиндров. Охренеть. Сколько много, да? Пусть промывает. Ну что, смотрим, что у нас получилось. Пускаем сейчас первый цилиндр. Смотри, насколько он чистый стал. Там места нету нифига. Походу, ага, во втором будет. О, смотри как. Ого. Ну тут уже намного понятней стало, что, да? Угу. Такой вот. У него задирчики, смотри, есть. Небольшие. Ну есть. Ну да, ну это фигня. Хон еще есть у него. Да. Вон на шмётки. лежат. Да. Ну цилиндр, смотри, как отбило жестко прям. Его сейчас добить, пробить кольца надо до конца. И все на этом как бы. Пробьем кольца до конца и будет вообще четко. Потому что у меня есть подозрение, что там вот, ну, между поршнем не пробило. Смотри. Смотри, как стало. Угу. Смотри, посадочные, где клапана, как почистила. Угу. Хорошо прям. Хрена себе. Но это совсем другое, конечно. Но сквид сейчас добьет. Вот тут еще смотри. Да, видно. Вот это вот еще надо будет сейчас вот убивать. Еще есть грязь. Угу. Еще не все. Вон, смотри, вот видишь, вот это еще надо добить. По седлу. Да.
А так нормально, слушай. Мне нравится, уже результат хороший. Ну что было, что стало, да? Прикинь? Ага. Было вообще Вообще уже. жесть было. Это сколько мы? Всего 2 часа раскоксовки. Пока что. Тут тоже чистый цилиндр уже. Вот, смотри, еще где клапана, Мгм. видишь, не Вон пробил. маслосъемы текут, да? Да. Вон, Вон и видишь, видно прямо. уже ага. стало видно. Нифига. Мгм. Он нормальный. Здесь вот задиров поменьше, что ли. Поменьше, ага. Нормально, в принципе. Сейчас вот это вот долечим. Вот это вот все, ошметки эти добьем. Ему сейчас легче будет. Химия будет лучше сохраняться, потому что мы все это отмыли. Ну, нормально. Хороший результат, надо продолжать раскоксовку делать. Дело идет наш братанчик Сквид. Мы его братанчик называем. Он у нас безотказный, как автомат Калашникова. Вот это все-таки раскоксовка, она, ребята, более для того, чтобы просто профилактическая. А вот это уже профессиональная, которая будет сейчас у нас убивать, пробивать маслоканалы все по этим кольца, в общем, шевелить будем. Вот это вот 100%, чтобы у нас все заработало, все разококсовалось. И также клапана сейчас будем домывать. И будет все нормально. Так вот, такой вот результат. Такие вот у нас клапана. Чистые уже. Провели раскоксовку. Домыли все цилиндры. Сейчас будем выгонять машину. Заводить, чтобы все это дело вышло с нее. Догорело остаточное все. Вообще жестко валит прям. Газуй, 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 не жалей ее. Меняем маслосъемные колпачки на Приусе. Так вот и все. Они все убитые, да? Мгм. Ты назад крутил, да? Мгм. Цепь натянулась уже, все. О, ослабла. Мгм. Теперь вперед давай. Не, это фаза ее. Вперед давай. Ну чё, легко крутится? Ну да. Все, завели машину после раскоксовки, после замены этих маслосъемов. Вот маслосъемы. Все четко работает. Но он работает мягонько. Уже лучше работает. GS-ку раскоксовали, колпачки поменяли, сейчас масло поменяем и будем отдавать клиенту. Ну такое вот масло в итоге слили после промывки, после всего. В принципе нормально, хорошо отмыло. Ну что, приусы сделали? А, нормально. Все круто, работает, шепчет. Хозяин забрал приусы свой уже. Что, испытаем? Скажешь, как едет сейчас. Уже чувствуется как будто. Да? Конечно.
Масло тебе этот Гольф-Вестерн залили. Книжку завели. У тебя вот тут книжка. Вот на торпеде. Ага. Пробег, все. Батарея чувствует. Едет? Ну, едет, но... Конечно, так не ехала. Ну что, нужно делать раскоксовку? Надо. У кого пробеги большие, да? Надо, но... У нас в раскоксовку в группе приусов никто не верит. Говорят, надо контрактные двигателя покупать. Да? Вообще конкретно. На газ четко втыкается. Ну, Что, мотор чешешь, что ли, стал? конечно. Вся грязь мешает мотору работать очень сильно. Маслоканалы забитые. Мотор нормально не смазывается. В голодание ездит. Металл по металлу. Как он будет работать? Мягко, что ли? Что-то катаются на люстрах. Пятница. Выхлоп будет вонять пару, недельку, наверное, будет вонять. Может, пару недель даже долго пахнет, капец. Потому что там она химией все пропиталась. Этот катализатор. Пока все не выгорит, будет пованивать. Ну, по уровню масла 5000 откатаешь, там видно будет, сколько кушает. Именно на 5000 надо смотреть уровень. Если будет в уровень стоять вообще, значит все четко. Ну, я думаю, все нормально будет. Мы его долго раскоксовывали. Времени не пожалели, химии не пожалели тоже. Как будто даже лучше, чем на Power моде. Вот, это даже Армен мне сказал. Он говорит, слушай, она, говорит, едет, говорит, в простом режиме, говорит, как будто на пауэре раньше. Даже лучше, как будто. Ну. Ну-ка, пауэр сделай. Она аж в шлиферах уходит. Да, ну что говорить-то, ну вот это вот на плохом масле ездил моторчик, видать, не ухаживали. Сейчас тебе еще впуск почистить. Да, будет вообще классно. Надо в конце февраля, наверное. Впуск зажатый, походу, ну как бы от него очень сильно быстро грязнеть начинает мотор. Здесь заезд. Заезд где? Ну, чуть-чуть дальше. Ну что, денег не пожалел? Нет, нормально. Ожидание, да? Ну не ожидал. Или ожидал, что так вот тут сейчас проедешь. Или ожидал, что так поедет. Я не ожидал, то, что так четко будет прям. Не, раскоксовка, конечно, это помогает очень хорошо. По идее, даже профилактическую вот надо делать. Вот уже на меньших пробегах. У тебя уже 200 с копейкой. А так уже на 150 надо делать, по идее. У кого моторчики такие 220. грязные. Но ну, тут больше, мне кажется. А я когда попал, там на 1008 скручено было. Ну вот, видишь. По это смотрел. Ну. 80? Или Нет. 8? На 8. 8 тысяч. Ну 8. Ну, сейчас 230. 8-то немного. Ну, Зачем 8 скручено? фиг его знает зачем. Ну все, что, катайся, кайфуй. Спасибо. Давай. Обращаться буду. Ну, всех сюда зови. Ну вот, в общем, ага, у тебя вот на каком пробеге? 225. Каждые 5000. Не промаргивай масло. Ага. Масло гульфа залили. Лей его. Угу. Вот у нас оно есть, всегда будет. Приезжай обслуживаться. У вас замена сколько стоит? Да, оно недорого там, 1000 рублей литр.
Ну, у тебя будет 4200 масла, Ну, 5. 1000 500. замена работа, ну и фильтра по 500 рублей, воздушный масляный. 6 где-то 200 будет выходить. Ну, это недорого, это масло очень качественное. Ну, везде так. Для такого масла это хорошо. Мгм. Ну все, давай. Это первые дни уровень смотрю, да, сейчас? Нет, уровень посмотришь через недельку, уже 2, наверное. Через неделю. Да, хотя бы первые. Ну, покатайся. На одометр 5000 поставь. Вот здесь обнули его. И все, 5 езди. Смотри, посматривай уровень. 1000 проехал, посмотрел. 1000 проехал, посмотрел. Так вот. И пусть он уходит. И до 5000 там, если чуть-чуть совсем. Тебе надо, знаешь, что, грань узнать. Сколько он за 5000 у тебя схавает. Я думаю, грамм 300, не больше. Ну. Еще побегает. Я думаю, 1200. Завожу, он кат-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 кат. Такой звук дает. Это от чего может быть? А когда кэт делает вжиу, такое происходит? Братан, салам алейкум, ты это самое, наверное, Казмунайгаз заправлялся, да? Вот поэтому так делает, катак, вот так. Если в другой заправку заправлялся, делал бы так, чукур, вот. Салам алейкум, ребята, я не знаю, что как. Я заправился на заправке Бетли. У меня шум появился в моторе. Сначала кир, потом кадар, потом кадар, потом гандыгидыр, потом все, крякнул мотор. Не мы такие. Жизнь такая. Под Луганском родился, в Бухаре простудился, значит так. В Копенгагене напился, дымом грелся в Амстердаме. Было дело в Варшаве, и жарко было в Египте, значит так. Мне не жалко одиноких, преждевременно седых. А на куда тебе совесть? И по душе простотевной, значит так.